До прихода Аслана Георгиевича Бжаня ни в Абхазии, ни в России не знали, что в Абхазии есть антироссийские настроения. Это его исключительное оперативное достижение – найти эти антироссийские настроения. В органах госбезопасности есть такое правило негласное: если хочешь сделать человеку плохо, делай это чужими руками. Вот когда мы были молодыми, вот мы работали, оперативную работу какую-то делали, нам никогда не давали на задержание ехать самим. Всегда отправляли сотрудников милиции. Нам все время было обидно. И руководство нам вот сказало: хочешь сделать человеку плохо, делай чужими руками. Вот точно такую же тактику сейчас Аслан Георгиевич Бжаня применяет, использует российскую сторону для решения собственных политических проблем. У России, у Федеральной службы безопасности, ФСБ – это колоссальная просто махина, которая, она вне ничего чувственного, никаких механизмов, там кроме шестеренок ничего нет. Если отсюда кто-то написал оперативную справку, что какая-то группа граждан там взаимодействует с иностранными организациями, их логику тоже нужно понимать. Они с учетом того, что у них произошло в Армении, с учетом того, что происходило на Украине, для них вызывает это интерес. Кто может сотрудничать с кем-то, где можно, какие угрозы для них существуют. И они ставят на галочку. Они поставят. Конечно, хочется задать вопрос, почему такая серьезная организация опирается на абсолютно неадекватную оперативную информацию, которую ей скидывают из Абхазии, почему у нее нет возможности трезво оценить ситуацию внутри страны. Это уже вопрос к ним. Но самый главный аспект – это то, что наше руководство нашей страны теряет свою легитимность на глазах, пытается использовать все имеющиеся у нее возможности. Заборы оно уже начало строить там выше и выше, там, сейчас людей задерживать на границе, еще что-то они придумают. То есть это просто инструмент политической борьбы. И дальше это будет продолжаться.